Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Сиректе создана и открыта летом 2022 года. Это объединение народных мастеров декоративно-прикладного искусства, народно-художественных промыслов и ученых-этнографов, культурологов для восстановления и сохранения традиционной национальной одежды эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров и долган. Наша лаборатория создана по инициативе народного депутата Республики Саха-Якутия Елены Христофоровны Голомаревой и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера. Конечно же, мы будем работать, чтобы наша одежда сохранилась коренных народов, чтобы носили нормальную, ровную, чтобы не было такое путание, да? Научный консультант и научный руководитель этой лаборатории одежды Валентина Семеновна Акимова. Это юкагирская национальная одежда. Она была сшита народной мастерицей, носителем культуры Дарьей Николаевной Куриловой из села Андрюшкино Нижнеколымского района. То есть это одежда у нас тундренных юкагиров. Вот вы видите здесь особенности орнамента тундренных юкагиров. Да? Каждая деталь, она имеет свои размеры. Да? И, в принципе, вот это один из канонов, который мы говорим, это как юкагирский орнамент. Ну и покрой, можете посмотреть, да, покрой одежды, он у нас припущенный, вот, да, припущенный и соединяющийся как раз вот то, что то есть, в принципе, спинка, она соединяется с полами и вот идет. Ну и, конечно же, обязательный атрибут юкагирской одежды – это у нас пояс. Так, вот такой пояс. Так. Она завязывается на тесемках. Так, вот. Ну и, конечно же, внутри у нас нагрудник, который как раз и закрывает грудь. Ну и как раз вот элемент. Ну, это уже, скажем, клапан, который тоже является обязательным элементом, да, для, скажем, нагрудника юкагирского. Ну и, соответственно, в тон как раз вот кафтана был сделан украшение как раз вот этого нагрудника. Вот. То есть, в принципе, вот это как раз есть отличие. У верхнеколымских, у лесных юкагиров, он немножко, скажем, одежда, она имеет отличие. То есть юкагиры, лесные, тундренные, они имеют различия не только в языке, но и в культуре, в духовной культуре тоже. Народный мастер Республики Саха-Якутия Антонина Степановна Христофорова является представителем Эвенкийской ассоциации. Эвенки очень географически широко расселены, поэтому у них каждая локация эвенков различия тоже есть. Вот мы в предстоящей работе нашей общественной организации задались вот целью, чтобы именно вот докопаться даже до родовых различий. Вот это вот арочный орнамент царбынях. Он есть у северных якутов, у северных вообще эвенков он присутствует. Арочный орнамент, говорят, это вот символ неба. Каллан, каттыгастара, якуты говорят. А вот это вот кружочки, это они у нас означают солнышки. Ну вот, черно-белый цвет у нас всегда вот имеет черно-белое сочетание бисерин черно-белого цвета, он всегда имеет такую вот охранную функцию, что ли. Все изделия, хоть маленькие, хоть большие, они вот имеют такое ограждение. Орнамент вообще-то он и в древности, наверное, полагаю, что он имел вообще не декоративное значение, а именно вот охранное. Я вот защищена вот этим вот как бы орнаментом, да. И хочу вот еще рассказать особенности такой в эвенкийском декоре, да. Если в эвенском, например, бисерный декор, он идет сплошняком,
А вот у венков он перемежается вот с такими открытыми пространствами из кожи, из ровдуги, из ткани. И на нем вот по 3 бисеринки, по 2, по 3 бисеринки. Вот этот костюм из ровдуги, кафтан тунгусского кроя, рукава спущенные, широкие. Они бывают даже шире этого, вот до талии, можно сказать, доходили. Ну вот покрой такой. А раньше у них воротников не было, но вот более осовремененный воротник. Он 19 века такие вот воротники вошли в обиход тунгусов. 2 клина. Ну это вот для удобства в основном, чтобы расширять подол. Угу. И вот такой трапециевидный декор, он тоже присутствует. Головной убор венков – это капор. Шапка-капор. Из 3 частей он состоит в основном. Бывают и более сложные крои. Например, вот этот состоит не из 3, а из 1, 2, 3, 4. Вот это вот я видела в брошюре. Простой из кожи, обыкновенная торбоза. И вот фартук, передник. Он вот именно по реконструкции с рисунка сделан западных венков. Это вот здесь вот Гагара, стилизованное изображение Гагары. И все эти эвенкийские приемы декора здесь. Аппликация вот, цветным сукном, ровдугой крашеной раньше было. Про сухожильную нить нам рассказала и показала мастер прикладного искусства Корякина Галина Егоровна. Берем со спины оленя сухожилие и сушили в чуме веранки, да? Подвешивали под дымом, вот, костер и под дым, да? Под дымом очага. Во время сушки, да, время от времени мнем не сухость, поэтому надо мнуть руками. Так. После сушки разделяем на части, да, и делаем нить. Так, и начинаем делать сухожильную нить. Для этого лоскут ткани ложим на колени, да, вот, обматываем. И сухожилие оленя скручиваем, вот, слегка смачивая водой с руками сверху вниз, да, в одну сторону, вот, до конца. Это очень кропотливая работа. Это вышивка, ну, как раз таки этой сухожильной нити, которую сухожильная нить, вот, да, вот пошла. И очень тонкая работа, видите, как я вам сказала, что тем тоньше она для вышивки подходит. Вы видите, это у нас венский орнамент Эле. Он показывает верхний, нижний и средний мир. Так. Ну и вокруг это у нас так называемый орнамент шаги оленя. Это оленный народ, поэтому они как раз олицетворяют вот эту свой образ жизни. Для венов характерным является нагрудные, скажем, украшения, которые как раз олицетворяют солнечный диск. Да? Вот. И поэтому здесь у нее очень ярко выраженное нагрудное украшение. Нагрудник, он состоит из 3 частей. Это у нас верхний, как я уже сказала, солнечный диск. Да? Вот, серединная, которая называется ложный клапан. Да? Вот, и нижний, в котором также олицетворяется как раз вот именно духовный мир мастерицы, да? Сыреча. Белым. Это белый подшейный волос, это вышивка подшейным оленем волосом. Ну и, конечно же, это у нас знак, это домики, видите, да, жилище, да, жилище, которое как раз и олицетворяет этот серединный мир. Нижняя часть, вы видите круги, это у нас
олицетворение духовного мира человека, да, его жилище, небесный свод, вот еще виден, да. Ну и мы еще здесь обязательно это махрама для того, чтобы отпугивать злых духов. Дополнением ко всему у нас является еще рукавицы, которые также украшены, скажем, орнаментом солнечного диска. Ну и головной убор, авун, да, это выкройка, она как раз напоминает нам чипчикообразный головной убор. Также украшен как раз вот в соответствии с орнаментом, дополняет как раз вот этот костюм. Так, ага. Ну и еще одним украшением это у нас головная повязка, как мы называем, да, которая как раз и дополняет головной убор. Это летнее украшение. Антонина Николаевна Петрова – мастер прикладного искусства и представитель ассоциации Долган Анабарского района. Мы используем светлые бусины, основных цветов 7. Например, это моя новая работа. Коврик называется «Сияние Арктики». Это солнце, лучи, сделанные из шкуры нерпы. Вот солнце и ураса, а это называется розетки. Видите, на моем солнце есть синие цвета. Это небо, зеленый – это трава. А этот коврик я назвала «Заветы дочери». Здесь тоже обязательно есть солнце. Вот это называется ноготочки, есть ураса, дороги, северное сияние. Здесь у нас снег, солнце, небо, опять ноготочки. Почти на всех изделиях есть олени. Кстати, у Долган ураса называется ардай. Так, онтон бу боллагана тоох табабын эбехет илже хаджамын сөп. Онтон бу боллагана ардай, Долгандар ардай дилдер бу маны хөп. Бу болла күннерим. Көрүн болла баме тоох. На моем ремне тоже изображено солнце. Мы всегда носим с собой наше солнце. Онна болла бу розеткаларым. Бу розетки. Также здесь розетки, долганский ардай. Долганский ардай диби. А на унтах я изобразила северное сияние. Их работа очень ответственна, объединяя народы, освещая культуру каждого, сохранить наследие предков для будущего поколения.